Эфир нашего телеканала продолжит выпуск новостей. В студии Иван Лазаренко и коротко о главном к этому часу. Граждане, которые занимаются развитием личных подсобных хозяйств и официально зарегистрированные как самозанятые, получат доступ к господдержке. В республике продолжается разработка комплексного плана обеспечения готовности к пожароопасному сезону 2022 года. Дети столетия. В Нерюнгри прошла торжественная выписка детей, рожденных в первые дни 2022 года. Эксперты спрогнозировали подорожание бензина на 8-10% или 5 рублей за литр в 2022 году. Такой скачок стоимости связан с ростом инфляции и с увеличением издержек бизнеса. В 2021 году рост цен на топливо почти сравнялся с инфляцией и составил немногим более 8%, согласно данным Росстата. Аналитики отмечают, что бензин в среднем дорожает на 8-10% ежегодно, поэтому 2022 год не станет исключением. Увеличение стоимости топлива произойдет вслед за ростом издержек бизнеса на оплату труда, логистику и хранение. Также основными факторами влияния на рынок нефтепродуктов по-прежнему являются мировые цены и фискальная политика государства по отношению к топливоэнергетическим компаниям. Но что касается жилья, то за 2021 год оно подорожало от 15 до 30% по разным регионам, отмечают эксперты по недвижимости. Доступность жилья существенно снизилась впервые за 12 лет с кризиса 2008 года. Долговая нагрузка сейчас в среднем составляет уже 35% от совокупного дохода российской семьи, что на 8% выше, чем в 2020 году. А доходы граждан пока что продолжают снижаться. Причин такого резкого скачка стоимости было множество. Ажиотажный спрос на новостройки со второй половины 2020 года после появления льготной ипотеки, повышение цен на стройматериалы и оборудование, сокращение дешевой рабочей силы из иностранных рабочих, растущая инфляция в стране. Из-за повышения ключевой ставки прогнозируется рост ипотечных ставок до 10% годовых и более. А те, кто успел получить одобрение в банке по прежним ставкам, должны будут успеть приобрести жилье в течение 3 месяцев. Поэтому определенная покупательная активность распространится и на начало текущего года. Граждане, которые занимаются развитием личных подсобных хозяйств и официально зарегистрированные как самозанятые, получат доступ к господдержке. Будут внесены изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства и регулированию рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Теперь граждане, которые ведут личное подсобное хозяйство и оплачивают налоги на профессиональный доход, с этого года имеют возможность получить субсидии от государства. Таким образом, самозанятые владельцы подсобных хозяйств будут способствовать наращиванию производства овощей, мяса, молока, ну а на рынке увеличится объем продукции отечественного производства. Напомню, что в столице республики действует более 400 торговых точек, в которых представлены порядка 15 тысяч наименований разных видов продукта. В их числе большим спросом пользуется продукция из свежего молока. Будет выделено 214 миллионов рублей на заготовку 4 вида продукции. Это мясо, на картофель, овощи и зерно. То есть на сегодняшний день идет подготовительная работа по определению заготовителей по всем направлениям. В 35 заготовителях, в 19 районах, муниципальных районах. Повышаются требования по качеству производимой продукции. И на сегодняшний день стоит серьезная задача нам идти, то есть начать работу по модернизации объектов, оборудований в муниципальных районах в целом по заготовителям. В Ленске произошло ДТП со смертельным исходом. По предварительным данным, 5 января в 18:30 22-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Vitz, совершил наезд на пешехода. Со слов водителя, мужчина неожиданно выбежал на проезжую часть навстречу автомобилю. От полученных травм пострадавший скончался в Ленской центральной районной больнице, не приходя в сознание. В ходе проверки установлено, что водитель имеет стаж вождения 4 года. Состояние опьянения у водителя не установлено. По факту ДТП проводится
процессуальная проверка. Управление ГИБДД обращается к водителям. Будьте осторожны и внимательны на дороге, особенно в темное время суток, во время тумана или дорожной заснеженной пыли. Ведь автомобиль – это источник повышенной опасности. Не превышайте скорость. Но для того, чтобы улучшить видимость человека на дороге в темное время суток, пешеходу необходимо обозначить себя световозвращающими элементами. В таком случае пешеход виден в ближнем свете фар на расстоянии 150 метров, а в дальнем от 300 до 400 метров. Это дает водителю дополнительное время на принятие решения для маневра во избежание наезда на пешехода. В республике продолжается разработка комплексного плана обеспечения готовности к пожароопасному сезону 2022 года. Документ направлен на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, возникающих вследствие лесных и других ландшафтных пожаров. Так, муниципалитеты должны четко расписать мероприятия по совершенствованию материально-технического оснащения и усилить профилактику возникновения очагов возгорания. Отмечу, что комплексный план по предупреждению лесных пожаров принимается в регионе впервые, а сам проект документа состоит из 9 разделов. В том числе в проект входят прокладка минерализованных полос и усиление работы лесопожарных формирований. Есть поддержка, федеральная поддержка, выделено дополнительно свыше миллиарда рублей. Планируется увеличение численности 2 раза наших работников лесопожарных организаций. Поэтому должны быть достаточно уже готовы. То есть опыт мы уже имеем, ошибки тоже свои уже поняли. В Нерюнгри прошла торжественная выписка детей, рожденных в первые дни 2020 года, Года матери в республике, в Нерюнгринском районе. Семьям вручены памятные сертификаты «Дети столетия» на целевой капитал в размере 100 тысяч рублей и другие подарки от района. Продолжит тему Екатерина Павлова. Первый ребенок нового столетия в Нерюнгри появился в полдень 2 января 2022 года. Девочка София стала первенцем в семье Барута. София Барута Марковна. Вес у нее был 360. Такой вот. Она самая первая в 2022 году открыла год в Нерюнгри. Помогла Софии появиться на свет ее родная бабушка Наталья Барута, которая работает акушеркой в Нерюнгринском роддоме почти 30 лет. Долгожданная внучка наконец-то родилась, сама принимала. А так, конечно, дети каждый день рождаются, поэтому работаем на благо. Также сегодня сертификат в 100 тысяч вручили Марии и Леониду. В их семье также 2 января появился первенец – мальчик. Средства целевого капитала семьи смогут направить на различные цели на выбор. Разобраться со всеми нюансами им поможет социальная служба, которая настоятельно рекомендует оформить все меры поддержки до исполнения ребенку полугода. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. В столице республики состоятся рождественские богослужения и различные мероприятия. На данный момент рождественские литургии проходят во всех храмах Якутска и близлежащих поселках. Также сегодня в рождественский сочельник в 17:00 пройдет вечернее богослужение, всеночное бдение в Преображенском соборе. Там же в ночь с 6 на 7 января состоится праздничная рождественская литургия. В Рождество Христово в Никольском храме в 16 часов состоится концерт современной духовной музыки в исполнении симфонического хора филармонии Якутии. 8 и 9 января в Большом зале Якутской духовной семинарии состоится рождественская архиерейская елка с музыкальным сопровождением симфонического хора и струнного ансамбля «Арку Артику». В эти же дни будет проходить литургия в Якутском Спасском мужском монастыре и Михайловском храме в поселке Марха. Напомню, прямую трансляцию праздничной литургии в Преображенском соборе наш телеканал покажет сегодня в полночь. День называется «На вечере Рождества Христова», сочельник рождественский. Это один из самых торжественных дней, он предваряет, собственно, рождественский праздник. Вот сейчас идет служба праздничная, уже почти рождественская. Вот, уже звучат рождественские песнопения, а ночью будет главная служба Рождества Христова. Есть такая традиция в канун Рождества поститься строго. Вообще сочельник – это день строгого поста, когда вообще по уставу идет вообще 1 раз в день. Вот это такая самая большая традиция, самая известная. Вот. Ну, конечно, самое главное в храм прийти. Людям разных профессий в силу своих должностных обязанностей зачастую приходится встречать Новый год на работе. Прекрасный выход из положения нашли сотрудники культуры. Анна Кожевникова с подробностями.
Самый волшебный и долгожданный праздник в году для всех детей, да и многих взрослых – Новый год. Традиционно он считается семейным праздником и ассоциируется с теплой домашней обстановкой, запахом мандарин, вечерними посиделками у камина и елки, с чашечкой ароматного чая. В нашей стремительной жизни сейчас многие мамы, это, например, педагоги, да, там, так же, как мы, библиотекари, работники культуры, вы понимаете, что в эти новогодние дни у них тоже очень много работы. Поэтому мамы в основном и папы находятся на работе, а детки остаются дома одни в дни новогодних каникул. И вот наша детская библиотека создает такой небольшой, теплый, домашний, семейный уголок, где ребенок пришел бы и мог почувствовать себя здесь как дома. Мы здесь принимаем не только ребятишек, но и ту же маму, вечером бегущую с работы, устающую, забежавшую к нам на наш огонек. Можно обняться с ребенком, взять книгу, почитать, закрыть глаза, просто подумать. В одном из залов детской библиотеки можно удобно устроиться возле имитированного камина или, если ты устал от шума, посидеть в звукопоглощающем кресле, перечитать любимые с детства сказки вместе с детьми и даже получить подарок от Санты. Такую акцию запустили в этом году в детской библиотеке впервые. Мы оговорили сумму, она рассчитана на 300 рублей. Кладет подарок свой и берет у Санты другой. Что в этом подарке, он не знает. Что он положил, не знаем мы. Мы, конечно, так немножко с опаской ее запустили, потому что думаем, детки – это такие человечки ранимые. И если там будет подарок не тот, который хочет, может быть, будут слезы. Но уже более десятка человек приняли участие в этой акции. Все остались довольны. Среди них и дети сотрудников библиотеки. Они постоянные участники всех мероприятий. Участвовал несколько раз. Какие-то роли играл? Да. Какие? Да я не помню уже. Это было года 2 назад. Гарри Поттера был. Я люблю здесь посидеть, какие-нибудь альбомы почитать. Ты еще в географическое общество ходишь, занимаешься, да? Да. Ну, расскажи, чем вы там занимаетесь? Ну, мы там проходим всякие темы, учим все. И, конечно, дети, воспитанные в библиотечных стенах, дружны с книгой с детства. Я люблю рисовать, смотреть книжки, играть в игры. Там есть игры всякие, занятия, пазлы. Здесь сотрудники детской библиотеки как читателей, так и своих детей обучают, увлекают чтением загадочные страны и необычные миры российской и мировой литературы, путешествуют по континентам и в пространстве. И не только, еще и воспитывают артистизм благодаря проведению различных мероприятий, когда персонажи сказочных повестей сходят со страниц книг. Ну и мы, телевизионщики, не отстаем, будучи тоже людьми творческими, постоянно находящимися в гуще событий. Время с детьми зачастую проводим вот так, в процессе съемок, по пути обучая и подготавливая себе достойную смену. С большим серебряным миском стоит присыпанный снежком в пушистой шапке дед. А старший брат твердит тайком: да это же наш сосед, ты посмотри, и нож похож, и руки, и спина. А я отвечаю: ну и стос, а ты на бабушку похож, но ты же не она. Александра Зверева, Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. К этому часу пока вся информация. Оставайтесь на нашем канале.